На 365 страницах подробно описывается мировоззрение, деятельность и жизнь Ахмата Хаджи Кадырова. Труд советника главы Чечни, депутата Госдумы Адама Делимханова вышел в свет лишь в начале марта, но множество читателей уже успели ознакомиться с ним. Презентация книги собрала политиков, писателей, журналистов и духовенства. سنقول سن ديك هو وشا سن أول يوزا سن أول يقا يقش سن تياش ميخ نقول لا تستقويز أخذها أغلب لنا دعي والوش وأقبل بول شا حقولش دوقي أسليدو يا كرانو يسوني بروكا دال باشون بيامر باشون دعوازنا بس دال بيامر باشون دعشين يقدع وتنر ينقطع بحنا وأعمد حاجة. В сборнике также проведен правовой и политический анализ легендарной личности. Автор повествует об уникальности Ахмата Хаджи Кадырова, которая заключалась не только в умении вести созидательную политику, но и сочетании духовности и патриотизма. Однако его главным качеством считает стремление жить и трудиться ради народа. Его взгляд на Коран как источник всех законов, как источник всех норм, которые существуют сегодня в цивилизованном обществе. И показано, что если человек будет следовать Корану и Сунне пророка, то он никогда не ошибется. То есть он никогда не пойдет по неверному пути. И в этом смысле это как бы является уже новым словом как в этой литературе, посвященной Ахмат Хаджи, его личности, его деятельности. Несколько десятков экземпляров книг направлены в главный книжный фонд страны. В Ленинской библиотеке все желающие смогут узнать о судьбе первого президента Чечни из первых уст. Данная работа Адама Султановича Делимханова – это попытка обобщить все те данные, которые накоплены на этот период о жизненном пути Ахмата Хаджи Кадырова. Тут и его религиозная деятельность, тут и его жизненный путь, его политическая деятельность и даже творческая деятельность Ахмата Хаджи, что известно немногим у нас в республике. Особенное отличие книги – это дизайн. Обложка собрания сделана из чистой кожи с национальным орнаментом. Такое произведение искусства достойно почетного места на полке любой библиотеки мира. Ахмед Джабраилов, Мурад Эльбукаев, Хаважи Мунаев и Джамал Эл Хаджалиев. Новости.